Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлюл уqдатан мин лисани яфкаху каули, амма ба'д. Продолжаем чтение книги Манхаджус Саликин шейха Абдурахмана ас-Саади алейхи рахматуллах. Мы остановились на разделе Изалятун наджасати валь ашья ин наджиса. Устранение нечистот и субстанций, которые являются нечистыми. Говорит шейх: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. И достаточно в избавлении от всех видов нечистот, как на теле, или на одежде, или на месте и тому подобном, устранить ее сущность, избавиться от самой нечистоты в том месте, куда попала эта нечистота. Абдурахман ас-Саади утвердил, что наджаса, то есть нечистоты, они устраняются любыми способами, которые могут устранить эту нечистоту. То есть водой или чистящими средствами и так далее. И также, если свойства, то есть нечистые свойства, они потеряют свои свойства и станут чистыми, то в таком случае эти нечистоты также очищаются. Исходя из этого, то есть можно очищать всякие масла, всякие крема и так далее, которые прошли химическую обработку, после чего устранились нечистоты, которые были в составе этих кремов и так далее. То есть после того, как они прошли химическую обработку и так далее, и не осталось этих нечистот, то в таком случае они являются чистыми. Далее шейх говорит: «Лианна шари'а лам яштарит фи джами'и гасли наджасати ададан илля фи наджасати л-кальби, فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه». Так как законодатель не обусловил отмывание нечистот определенным количеством, кроме нечистот собаки, относительно нее он обязал смывать 7 раз, и один из них землей. Как это пришло в хадисе, согласованном хадисе, который передали имам Бухари и Муслим. Далее шейх говорит: «Валь ашьяу наджиса», и нечистые субстанции, они следующие. Первое — это баулюль адами, человеческая моча. Второе — это ва адиратуху, то есть человеческий кал, то есть экскременты. Третье — это ваддаму, кровь. Илля аннаху ю'фа аниддамиль ясир. Однако прощается небольшое количество крови, то есть капля крови, небольшая капля крови или капельки крови, от которой человек не может избавиться, то есть не может от этого предостеречься. Подобное прощается, так же, как и мази в небольшом количестве. Подобное прощается. Далее еще говорит: وَمِثْلُهُ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ دُونَ الَّذِي يَبْقَى فِي اللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ. Сюда же относится и кровь, пролитая во время заклания животного, то есть эта кровь является нечистой. То есть сюда же относится и кровь, пролитая во время заклания животного, дозволенного для употребления в пищу, кроме той крови, которая остается в мясе и кровеносных сосудах, так как она является чистой. Далее четвертое: «Ваминан наджасати баулу ва раусу кулли хайванин мухаррамин аклюху». Также из нечистот это моча и помет всякого животного, запретного для употребления в пищу. Однако здесь шейх алейхи рахматуллах утвердил, что мул и осел, они являются чистыми при жизни, так же, как и кошка. И поэтому их слюна, их пот
их шерсть являются чистыми. И пророк, алейхиссалату вассалям, часто садился на осла, и не передается, что он что-то мыл после того, как спешился с него, после того, как что-то попало ему от мула или осла. И также пророк, алейхиссалату вассалям, не приказывал остерегаться мула, осла, то есть остерегаться их слюны, их пота, их шерсти и так далее. Что касается их мяса, то их мясо является нечистым. То есть их мясо является нечистым. Далее шейх говорит: «Вассиба'у куллюха наджиса». Пятое, хищные животные все являются нечистыми. Все являются нечистотой, то есть наджиса. Шестое, «Вакадалика аль-майтат». Также мертвечина. «Илля майтат аль-адами, وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة». Исключением являются мертвые из числа людей, также те животные, у которых не течет кровь. То есть это как муха, комары, то есть такие маленькие животные, у которых не течет кровь. И также чистой мертвечиной является рыба и саранча, так как они являются чистыми. Далее шейх говорит: «Каля Та'аля», Всевышний сказал: «Хурримат алейкумуль майтату ваддам». Всевышний Аллах сказал: «Вам запрещены мертвечина, кровь» и так далее до конца аята. Вакаля Наби саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-му'мину ла янджусу хайян валя майита». Верующий не оскверняется, то есть не становится нечистым ни при жизни, ни после смерти, то есть ни при жизни, также он не бывает нечистым мертвым. И также пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ухилля лана майтатани ва даман, фа амма аль-майтатан фаль-хуту валь-джарад, ва амма ад-даман фаль-кабиду ват-тихаль». Нам было дозволено два вида мертвечины и два вида крови. Что касается мертвечины, то это рыба и саранча. Что касается крови, то это печень и селезенка. Хадис передал Ахмад и Ибн Маджа. Далее шейх говорит: «Ваамма арвасуль хайванатиль ма'кулати ва абуалюха фахия тахира». Что же касается мочи и помета животных, которые дозволено употреблять в пищу, то они являются чистыми. То есть моча козла, моча верблюда, моча коня и так далее, и также их помет, они являются чистыми. Если на одежду человека попала моча этих животных, которые дозволены для употребления в пищу, то в таком случае он не очищается в обязательном порядке. Далее, шейх говорит: «Ваманиюль адамии тахир». И человеческая сперма, то есть мани, является чистой. Является чистой. Что касается мани женщины, то есть семя женщины, она является чистой, билиджма, по единогласному мнению. Что касается семени мужчин, то здесь возникло разногласие, однако более верное мнение, что также сперма мужчины является чистой. И далее шейх говорит: «Кана наби саллаллаху алейхи вассалям ягусилю ратбаху ва яфруку ябисаху». Посланник Аллаха алейхиссалату вассалям смывал ее, если она была в жидком состоянии, и соскребывал, если она была засохшей. Далее шейх говорит: «Вабаулю гулями сагири лази лам якули таама ли шахватин якфи фихи надх». А моча маленького мальчика, который еще не начал есть пищу, кроме грудного молока, по собственному желанию. Не когда ему дают насильно, а когда по собственному желанию он желает, у него есть вожделение к этой пище. То есть, если мальчик еще не ел такой пищи по собственному желанию, достаточно обрызгать его мочу водой. Как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Кама каля наби саллаллаху алейхи вассалям: «Югсалю мин баули джарияти ва юращу мин баули гулям». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: следует отмывать мочу маленькой девочки и обрызгивать мочу маленького мальчика. Далее еще говорит:
وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ طَهُرَ الْمَحَلُّ وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اللَّوْنِ وَالرِّيحِ. И если сама нечистота была удалена, то та область, которая была поражена этой нечистотой, очищается. И не навредит после этого, если останется цвет этой нечистоты или запах. Так как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал Хауле: «Фи дамиль хайди якфикиль мау, валя ядурруки асаруху». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Хауле, у которой были менструальные крови, он сказал: достаточно тебе воды и не навредят тебе ее следы. И на этом закончилась глава, этот раздел. Хаза ва саллаллаху ва салляма аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.